И так, да. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 3 июля 23 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале Reality YouTube и на канале Аслан Арцуев в TikTok. Друзья, я вас всех приветствую. Напоминаю, сегодня 7 июля, 3 июля, извиняюсь, и 20:00 по Берлину, и 21 час по городу Джохару. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Те, кто не находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И пишите ваши комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнают правду. Спасибо всем, кто ставит лайки. Я вижу, кто ставит лайки в ТикТок. Всем спасибо, друзья. Такс. Я только что вот написал название своего стрима. Вот только что имеется в виду. Только что получил сообщение от S-Ant. Добрый вечер, Асан. Я понимаю вашу позицию. На мой стрим я сегодняшний назвал «Фронт русистов трещит по швам. Слава ЗСУ». И вот мне S-Ant пишет, что «Здравствуйте, добрый вечер, Аслан. Я понимаю вашу позицию, ваше стремление позитивно влиять на настроение ваших подписчиков и сторонников, но фронт нигде не трещит, хотя бы банально нет патронов и снарядов». Добрый вечер, Эсант. Возможно, вы в какой-то степени правы. Я думаю, что проблемы на фронте есть, и они не выдуманные, о них говорят многие, но при всем при этом я тоже имею кое-какую информацию, тоже наблюдаю за ситуацией и вижу, что в некоторых местах украинцы активно работают, зачищают разные посадки и разные места. Поэтому именно так я назвал этот свой стрим, и я очень надеюсь, что в ближайшее время он рухнет, этот фронт. И знаете, на самом деле не все так безоблачно, как говорят русские, и я не говорю это, как вы тут пишете, что я для своих сторонников и для своих подписчиков, ни в коем случае. Я просто освещаю события так, как я их вижу. Возможно, я немножко опережаю события, но при всем при этом, на мой взгляд, что у русистов так плохо, как никогда не было. И этому свидетельствуют не только те события, которые сейчас происходят на фронте, и события, которые происходят в самой России, фашистской России. Как себя ведут русские, как себя ведут власть имущие и как ведут себя военные и разные чинуши и разные там маргинальные оппозиционеры вроде там Кочкова, Гиркиных там и так далее, и так далее. Поэтому я полагаю, что в ближайшее время фронт просто обрушится. Я на это очень надеюсь, по крайней мере, у меня есть кое-какие основания для того, чтобы так считать. Так, ты пишешь фронта, говорит, тону. Ну, ты знаешь. Аслан, салам алейкум, брат. Валейкум салам, Самур. Информационного. Совершенно верно, Урген, совершенно верно. Доброго времени суток и ассалам алейкум. Валейкум ассалам, брат. Витаю всех вновь вошедших. Леди Самур, всех, кто заходит. Ам 01, всех, друзья. И Чечен-демократа, и всех остальных, я вас витаю, друзья. Витаю, Маша Дойлашу. Так, Иван, хорошо, что ты вышел на связь, я как раз о тебе думал. Пожалуйста, иногда уходи на связь. Нам нужно знать, что ты жив и здоров. Я надеюсь, у тебя все в порядке. Хамзат, алейкум ассалам, ашвой. Так, друзья, я не буду спрашивать у Ивана, насколько там дела обстоят на фронте, потому что это может быть военной тайной. Мне военные тайны не нужны. Я говорю то, что я вижу, и поэтому ничью тайну не выдаю. Возможно, у украинцев так хорошо, как никогда не было, и делается
что не так хорошо. Возможно, реально не так хорошо. Поэтому я этого знать не знаю, но вижу кое-какие вещи, которые дают мне основания полагать, что все-таки хребет фашистской России может быть вот-вот сломлен. Да, Алмула. Кстати говоря, вот наш Хамзат тоже находится в Украине, и я его тоже не спрашиваю, кстати говоря, чтобы не выдал военную тайну, может, какая-нибудь. Лишний раз не спрашиваю. Так, Вашингтон, недавно демонстрация была, украинская диаспора ленд-лиз требовала. Да, вид USA, совершенно верно, я видел это. Ну, знаете, меня поражает просто та ситуация, которая складывается. Так долго молчали об ленд-лизе, и потом, вот когда сейчас уже наступление, что-то не пошло, и начали разговоры, вот нет ленд-лиза. Ну как так? Табах, например, Гарри Табах об этом, ну я не знаю, уже 1,5 года об этом трубит. Ну год может быть. Вот с того момента, как про этот ленд-лиз приняли решение, да, Сенат принял решение, и президенту осталось только просто его разрешить выдавать уже оружие необходимое по ленд-лизу. Была тишина. Табаха уже дошло до того, Гарри Табаха, я лично сам писал комментарии по этому поводу, там украинские YouTube каналы, один, по крайней мере, создавал, чуть ли не обвинял Табаха в антиукраинской деятельности, только лишь за то, что гражданин Соединенных Штатов, бывший или там в запасе военный американский, требовал у своего правительства дать по закону, американскому закону, принятому сенатором, ленд-лиз для украинцев оружия. И украинка там на канале, не помню сейчас название этого канала, фактически обвиняла его там во враждебных действиях. Я просто не представляю, я бы такого человека носил бы на руках, если бы этот американец требовал бы оружия или помощи еще больше воюющей стране. Нужно было носить на руках. Его ни на один украинский канал не приглашали. Как можно, как могли его там задвигали и так далее. Конечно, это действует КГБ УССР и аффилированные с ним лица. Но вот это все было. И теперь все слышат, видят, что Табах оказался прав. Ленд-лиза недостаточно, оружия недостаточно, там, и так далее, и так далее. Хотя, может быть, немножко в этом есть и даже преувеличение, что не хватает, там, и так далее. Потому что, как воюют украинцы, я каждый день смотрю видео, ну, от патронов не жалеют, гранат не жалеют, гранатометов не жалеют, снарядов, то есть от выстрелов гранатометов не жалеют. В этом плане как бы не видно, что особо там все плохо и там не хватает патронов, снарядов. Да, может быть, конечно же, фронт растянут там, как сообщается, там 1000 километров, 1000, может больше километров. Это, ну, это невероятное количество просто людей, представьте, да, 1000 километров. И там везде ведется контрбатарейная борьба, ведется артиллерийские дуэли. Ну, как бы, конечно, не хватает оружия, это понятно, тем более Россия все делает, чтобы растянуть оттянуть свою смерть. Наш Вовер Кавказ, алейкум салам. Не русский, с уважением к народу ночью. Дуже дякую, не русский. Взаимно, не знаю какому ты народу, не русскому народу принадлежишь. Уважение к нерусскому народу. Так, наши хлопцы продвигаются. Во вторник хотел откопать груз-200, оказался рашист, но захватили АГС. Слава Украине, Иван. Кстати говоря, Иван это украинец, но он русского происхождения, сражается в вооруженных силах Украины. Честь и хвала вот таким людям. Русский он, украинец, белорус, чеченец, армянин, не имеет значения. Эти люди защищают нас. Вот эти люди стоят на том
передке, как это принято у них говорить, между злом и добром. И вот не будет этих людей, не смогут эти люди выстоять, у всех у нас будут проблемы. Поэтому слава ЗСУ и слава таким воинам. К большому сожалению, в тылу не так, как хотелось бы. Но это уже другая история и не мое, в принципе, сказать дело, если не говорят о чеченцах и не трогают чеченцев. Я не буду лезть. Так, Дели Саламашал Хойль, так, Рыбак, Шавига Машуэль. Так, американцы, блогеры, республиканцы давно о ленд-лизе трубят. Да, Киртука, совершенно верно. Много говорили об этом, но я знаете, чего удивляюсь? Если сейчас начали говорить о ленд-лизе, когда уже началось наступление, то почему Зеленский все это время молчал, изображающий себя умного Подоляк молчал, Ермак молчал. Ну почему эти люди молчали? Министр обороны Резников молчал. Но это же нужно было говорить, ну, наверное, сразу же, а не ждать, пока начнется контрнаступление и потом говорить, нам не хватает. Самолеты и все остальное. Ну и как бы, наверное, и не получается все собрать. Наверное, я не знаю просто, какая там система. Я знаю, что все вооруженные вот эти заводы по производству оружия сейчас работают там в усиленном режиме, в режиме нон-стопа, но оружия много тратится, очень много. Ну ладно. Так. Очень много кассеток пролетает. Кассетных бомб ты имеешь в виду, Иван? Салам всем свободным людям, салам, Асан. Салам, салам. Эд, витаю тебя. Так, Иван, всем героям слава. Амин. Асламбек, салам, машду, массарга, машал, хуйль, машуоль, Асламбек. Так, в нашем подразделении есть этнический чечен. У него и позывной чечен. Так, салам, маршал, чечену. Передавай, Иван. Держитесь, парни. Вы потом будете внукам и правнукам рассказывать. Старенькие будете приходить в школу, вас будут приглашать. Вы все в медалях будете приходить уже такие с тросточкой. Приходить и рассказывать детям, как вы сражались. А вы на самом деле, хотели вы этого или нет, но вы оказались на самой светлой стороне истории. И вы боретесь с абсолютным злом за абсолютное добро. Против абсолютного зла за абсолютное добро. Так что могу со всей ответственностью прожитых свои годы заявить ответственно, что это так. На вас напало зло. Так. Немало чеченов воюют за Украину. Да, только не чеченов, пожалуйста, а чеченцев. Так, салам алейкум. Ва алейкум салам, Андро. Витаю вас. Камаджоба Генацвале. Так, потихоньку давят, чтобы не спровоцировать на подрыв АЭС. Да, я думаю, да. И вот, знаете, американцы говорят, что подрыва АЭС не будет. Я склонен верить американцам. Если они говорят не будет, значит не будет. Потому что когда Зеленский говорил, что не будет нападения, он говорил, это делалось для того, чтобы не нагнетать панику. Нападение произошло. Американцы говорили, нападение будет. Я поверил Зеленскому и тоже думал, ну нет, не нападут. Ну и еще я верил в остатки разума и инстинкта самосохранения русских. Но вот ошибся. Сейчас же, когда говорят, что будет атомная попытка взрыва атомной электростанции Запорожской, но это тоже нагнетание, это еще большее нагнетание паники получается. Но почему-то Зеленский заявляет это, а американцы заявляют обратное. Кстати говоря, пророссийский вещатель Арестович начал теперь поливать грязью американцев. Такое впечатление, что не он про этот же ленд-лиз говорил,
что он нам не нужен, ленд-лиз зачем нам там и так далее, и так далее. Ну, вот все, что они делают, слова, конечно, произносятся, там правильные, что вот мы победим, там слава Украине, все такое произносится. А вот реально, когда какие-то вещи нужны, такие осязаемые, нужные, необходимые для фронта, вот тогда почему-то Арестович всегда, не всегда, но часто попадает в какой-то, я не знаю, пророссийскую позицию всегда у него. Ну, не всегда, часто получается занимать. Поэтому сейчас начал обвинять американцев, что они ему не дали ленд-лиз, что не дали Украине ленд-лиз. Хотя он же говорил, а зачем нам ленд-лиз, не надо. Хотя нужно было говорить. Табаха обвинял он, кстати говоря, и говорил, что не будет он говорить про этот ленд-лиз. А ленд-лиз нужен был. И он будет поставляться, хотя говорят, сейчас он в октябре заканчивается, ну, скорее всего, может быть, будет пролонгация, ну, посмотрим. В любом случае Украина выстоит. В любом случае цивилизованный мир победит эту фашистскую Россию. И Россия никуда не денется. Никуда не денется. Она извинится, будет выплачивать контрибуцию и будет привлекать к ответственности всех своих преступников, которые развязали эту войну. Всему свое время, да, Алмула. Так, не русский Украина. Так, не русским. Слава Украине. Украинское правительство подыгрывает России относительно Ичкерии. Абсолютно так, Гай. Я могу это уверенностью сказать. Подтвердить то, что ты говоришь. Теперь подписчик на видео автора. Гай, ну вроде ты был моим подписчиком. Почему ты опять стал этим моим подписчиком? Я тебя видел, что ты раньше подписывался. Что-то произошло. Кстати говоря, бывает такое, что отписывают. Нашим подразделением так и потихоньку давят, чтобы так. Мы заставим империю зла, Ру на коленях просить прощения за содеянное веками над человеческими жизнями. Чингисхан. Да, Алмула, Чингисхан, да, Алмула. Как после Второй мировой ветераны будут рассказывать о войне? Да, совершенно верно, Самур. Совершенно верно. Молчат руководство Украины, боятся, что больше не дадут, а дают все равно много, но недостаточно. Без помощи США непонятно, что было бы. И без помощи США была бы уже там партизанщина. Конечно, украинцы, вот костяк, кто непосредственно идейно сражается против, вот и собрался, вот вышел на эту войну, сейчас уже, конечно, вокруг вот этого костяка собралась вся нация украинская, сформировалась из всех народов, религий, сформировалась украинская нация, они продолжили борьбу, вот как мы продолжали эту борьбу. И даже если территория оккупирована, вот мы все свидетели тому, что никто не сдался, никто не покорился. Да, есть просто объективно возможности человеческие, ресурс, финансы, вооружение. У нас не было такой поддержки. Но несмотря на это, мы не сдались. Каждый чеченец мечтает как можно быстрее освободить свою родину и вернуть права своему народу. Поэтому я думаю, украинцы в этом плане бились бы в любом случае. Конечно, это не так, как сейчас, когда вы гоняете там по всему фронту оккупантов, но главное же не то, что там больше убить врага. Главное, что мы не сдаемся. Это самое главное. А дальше уже все остальное. Так, кстати, запретили рашистские боеприпасы использовать 22 года выпуска. Говорят, часто взрываются в стволе. Ну, видимо, клепают быстро и, видимо, бракованный товар получается. У нас украинка вышла замуж за чеченского парня. Парень служит в ВСУ. Ждем рождения мальчика. Прекрасная семья. Светлана, большой привет.
чеченскому парню и вам всем. Поздравляю с чеченом будущим. Может, интервью Залужного подвигнет Белый дом на более интенсивные поставки оружия. Хорошо было бы сотню F-16. Ну, да, посмотрим. Так. Арестович вызывает тошноту. Юрия Табаха Арестович боится. Я думаю, им стоит бояться его. К сожалению, институт репутации для большинства людей не работает. Верующий в ЗСУ. Классный ник. Верующий в ЗСУ. Правительство, да, я с вами согласен, верующий в ЗСУ. Да, это так. Правительство Ермака пророссийское. США против Ермака. А Зеленский не хочет его убирать. Да, есть такое. Валейкум салам. Бамут машуоль. Алейкум салам, что бы там ни творили, украинцы никогда не покорятся врагу. Так, интересно, люди думают, что Ермак пророссийский, а вот Зеленский хороший, просто ничего не знает. Да-да, этот царь хороший, бояре плохие. Ну, я скажу вам, верующий в ЗСУ, я вам скажу, что я не думаю так. Я просто не хочу эту тему затрагивать и не затрагивать непосредственно Владимира Зеленского. Потому что его избрал украинский народ. Из-за уважения к украинскому народу я просто оставляю свое мнение при себе. И вообще сейчас война и все такое. Война закончится, конечно же, даже если не было войны, даже если бы вот там украинцы избрали бы на честных выборах, я бы критиковал бы. Ну, вот за то, что касается чеченцев, там какие-то вот разные его, может, ошибки, может, целенаправленные какие-то провокационные действия. Но сейчас я просто именно поэтому воздерживаюсь. Прямо открыто говорю. У меня есть что сказать. Немножко осталось. Я думаю, украинцы выберут Залужного. Да, мула. Залужный будет следующий президент. Так, все эти Арестовичи, Гордони, Зорганопольский и другие вредят Украине, но все равно Рашки капут. Ичкерия деоккупируется и будет союзником НАТО. Да, мула. Так. Будет Кавказский дом. Да, а как паршиво и обидно, что Чечню тогда никто не поддержал. Да, совершенно верно. Совершенно верно. Ну даже и сейчас особо, я вам скажу, не парятся по этому поводу. Простые люди извиняются, простые люди начинают понимать, что они пребывали вот в этой массивной пропаганде лжи, в обмане. Но ну, все потихонечку, как говорится, степ-бай-степ, все меняется шаг за шагом. Ту-ту-ту, как говорится. Даже не думал я, что доживу до этих моментов. Ну да ладно. Хорошее, пусть будет как можно больше хорошего. Так, что думаешь по поводу того, чем больше это затягивает, тем больше идет стадия принятия после стадии гнева, количество людей не все так однозначно увели, может это так придумано. Я не понимаю, что ты имеешь в виду, Иванов. Монголы никого не на шлеме, Александр Невская арабская церковь, бывшая мечеть, история скрыта от нас. Как точно сказал великий русский писатель Пушкин про орковарваров, фашистов, террористов, не любим. Мы любим тех, кто нас не любит. Мы губим тех, кто в нас влюблен. В Америке после войны президентом стал генерал Эйзенхауэр. Да, правда, недолго он проруководил. Так, друзья, сейчас я зайду в ТикТок, чтобы... После полового контакта. Ой.
в ТикТоке. Так. Так. Вот так вот нашел. Да, сейчас кто признает Ичкерию? Да, ну Ичкерию, смотрите, друзья, Ичкерию признают, скоро признают Ичкерию, Украина признала Ичкерию, Зеленский, видите, не подписал. Вот эти вещи очень важны для нас, почему так происходит. Ну, все будет, мы не будем спешить, мы не будем, время работает на нас, друзья, санкции работают против России. Шлемоле? Так, ну и я о чем? Салам всем. Салам, салам. Салам пополам. Так, давайте немножко вам посмотрю новостей из Facebook. Я вам хотел показать видео, где Алла Дудаева разоблачает коррупционера Закаева, но в следующий раз, наверное, или потом. Ага. Ну и, конечно же, пройти новость, которая была с посещением главы ЦРУ Украины, Киева, тоже как бы было бы, наверное, неправильно. Глава ЦРУ Уильям Бернс, вот статья есть такая небольшая, здесь на Свободе.орг. Давайте я ее вам приведу, может не полностью. Мятеж ЧВК «Вагнер» 23-24 июня стал свидетелем того, что президент России Владимир Путин нанес стране ущерб своим решением о полномасштабном вторжении в Украину. Такое мнение высказал руководитель ЦРУ Уильям Бернс. Он выступал с лекцией в фонде Дитчли, Великобритании, сообщает Reuters. Я представляю, какой информированный, да, этот человек. Глава ЦРУ назвал удивительным тот факт, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, прежде чем начал свой мятеж, подверг резкой критике официальное утверждение российских властей о причинах вторжения в Украину и то, как российское военное руководство ведет войну. Последствия этих слов и действий будут ощущаться в течение некоторого времени, будучи ярким свидетельством разрушающего эффекта, который оказывает начатая Путиным война на его собственное общество и его собственный режим, сказал директор ЦРУ. Он серьезно отнесся к выступлению Пригожина, назвав его вооруженным вызовом для российского государства. При этом он подчеркнул, что вся история с мятежом была внутренним делом России, к которому США не имели никакого отношения. Ранее Рейтер сообщил о том, что Бернс после мятежа, завершившегося отказом Пригожина от плана идти на Москву в обмен на прекращение уголовного дела о мятеже, звонил главе службы внешней разведки разведки России Сергею Нарышкину и сообщил ему о том, что США никак не связаны с выступлением вагнеровцев. Российские власти это не комментировали. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в день мятежа были контакты между посольством США и российским внешнеполитическим ведомством. Ряд представителей стран Запада, охарактеризовав мятеж как внутреннее дело России, высказали мнение, что он стал ударом по власти Владимира Путина. В Москве утверждают, что это не так, заявляя, что российское общество только теснее сплотилось вокруг президента. The Washington Post в субботу сообщил, что Бернс в июне посетил Киев. В ходе поездки, как утверждается, обсуждались возможные переговоры Украины о мире с Россией. Условием начала таких переговоров, как утверждается, назывался выход украинских военных к аннексированному Крыму. Washington Post отмечает, что поездка Бернс в Киев состоялась до мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что позиция Киева не менялась, и он будет готов к переговорам с Москвой только после возвращения контроля над всей территорией Украины в границах 1991 года. Вот такие вот дела, друзья, чтобы было понятно, что американцы говорят, что они не имеют к этому никакого отношения, к этому спецмятежу, как я его называю. Но при всем при этом русские утверждают, что наоборот все отлично и все хорошо. В определенной степени и эта сторона, и та сторона в определенной степени и права, и не права. Так как реально Россия пробовала, как сегодня заявил, я вам дам сейчас прослушать этот видеоролик, где, сейчас одну минутку, нужно вам это будет показать, потому что на ютубе мы этот ролик заблокировали, видимо, потому что террорист Пригожин и реально поп Гапожин, я его называю, поп Гапожин. Вот давайте послушаем, что говорит поп Гапожин о целях спецмятежа. На борьбу с предателем наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. Наш марш справедливости был нацелен на... Но марш справедливости, их так называемый, был нацелен на борьбу с предателями, и мобилизацию российского общества. Вот что, какие цели были. Именно вот эти цели я и предположил, которые преследовало учреждение, когда, например, Пригожин пошел на этот спецмятеж. Там все указывало на то, что это был спецмятеж, начиная от информации о том, что Пригожин слил информацию о нахождении Демельханова в определенном месте, куда украинские ПВО или там артиллерия накрыли, не ПВО, там артиллерия там накрыли и уничтожили там по некоторым 200 человек, по некоторым там Адам Демельханов убит, по другим ранен там и так далее, и так далее. И знаете, меня тогда это вызвало подозрение. И очень интересно наблюдать, почему украинцы подхватывают это. И тогда был такой один, как политолог, сейчас он вроде бы в ВСУ там где-то принимает участие в боевых действиях. Не помню его фамилии, который первый заявил о том, что Адам Демельханов убит или ранен. Потом не помню фамилии вот этого русского военного, которого ЧВКшники Вагнера, вот эта банда Вагнера, там его били там и так далее. Он тоже заявил, что это Пригожин слил информацию. Короче говоря, было очень похоже на то, что потом убито много вместе с Адамом Демельхановым, и нету информации из Чечни, там в пабликах, где-то еще, что много привезли убитых чеченцев там или кадыровцев. Вот этой информации тоже не было. И было понятно, что что-то русские играют, потому что сразу же Володина нам показали, председателя Государственной Думы, который тоже там заявил, что он там Адам Демельханов жив, там с ним разговаривали и так далее, и так далее. И было видно, что была какая-то игра. И это как бы якобы должно было подтверждение тому, что вот сейчас Пригожин, убив Адама Демельханова, сейчас хлестнется с чеченцами, с кадыровцами, как бы близкий брат Адама, там близкий брат Кадырова, Адам Демельханов убит по информации, которую слил Пригожин и так далее. И, короче говоря, как бы разыгрывалась сцена, что вот сейчас русские будут мочить кадыровцев.
Конечно, кого-то там реально, может, и замочили бы, но в основном большая часть, наверное, бы перешла бы на сторону, присягнула бы новой власти и их не убили бы. Но геноцид над чеченцами был бы, возможно, совершен. И вот это все давало такое основание не верить всему, что происходит. Потом обстрел Министерством обороны фашистской России базы Вагнера. Потом какие-то два мужчины бегут, там снимают, отдышка у них, но нет никаких трупов, нет никаких крови, нет убитых, нет, ничего нет. В лесу что-то разбросано. Ну, вот такие вот эти вещи, уже когда вы привыкаете много раз разоблачать русскую ложь, то очень вызывают вот эти вещи, такие подозрительные такие вещи. Поэтому я считаю, что при пособничестве ГУР, Арестовича, Геращенко, Подоляка и, скорее всего, Ермака, вот эта операция в мире, как бы, вроде бы идет большая работа, там много же вещей еще происходило, Пригожину разрешалось там в Бахмуте там что-то там захватывать там и так далее, и так далее. И в итоге, ну, и год, считайте, времени Пригожина показывали по всем украинским каналам. То там, из него чуть ли не звезду сделали, его каждое слово постоянно цитировалось, повторялось. И тогда, ну, враг, террорист, вообще абсолютно уголовник, без образования, вообще никто человек. Марионетка полная, управляемая, созданная, ну, как и Кадыров. Ну, с таким же успехом можно там про Пушилина говорить, про другого какого-нибудь там коллаборанта. Но говорили про Пригожина, который ну, стал звездой на вот этот почти год, там, последние 9 месяцев, 8 месяцев до вот этих событий. И была цель у русских, у вот этих вот спецмятежников, была цель выявить всех недовольных. Недовольных в российской армии очень много, по всей видимости. И эти недовольные не только вот с началом широкомасштабной войны, а армия, российская армия, она задвигалась всегда на второй план. Всегда российская армия еще, когда надо пилить бюджеты, грабить население местное, свое, которое вроде бы они обязаны защищать, между ФСБ и военными всегда происходили конфликты. Военным всегда доставались куски так с барского стола, крошки, которые доставались военным. И то, и только на Кавказе, там они имели какие-то, вот там сила реальная у них там и так далее. И там, где Ингушетии дадут поправить немножко, потом заберут и поставят ФСБшника, там Евкурова заберут и поставят Калиматова ФСБшника. То же самое в Дагестане, например, то же самое происходило. В Чечне, например, в Чечне есть система, где, например, РОШ возглавляет региональный оперативный, ну сейчас может он как-то по-другому они сейчас именуются, но вся эта система как работала изначально, так и существовала. Туда входили и ФСБшники, и военные, которые дислоцируются, оккупационные войска на территории Чеченской Республики. Ну и администрация в лице Рамзана Кадырова, потом Алханов, Руслан, по-моему, да, Руслан Алханов, который министр внутренних дел, и его теперь заместитель Аслан Илисханов, это люди ФСБ, Руслан и, ну, это ФСБ, короче, МВД у ФСБ, ну и были военные, короче говоря. И военные, которые больше всего убивают людей, которые больше всего сами гибнут, всегда бывали на подтанцовках у ФСБ. И сейчас, когда началась по-серьезному война, когда военные несут колоссальные потери, которые они уже давным-давно не несли, и сейчас уже по самым ну, таким максимальным потерям, которые русские понесли в Чеченской Республике, где-то 225 тысяч, это максимально, о чем заявляют некоторые чеченские эксперты по поводу потерь русских террористов в русско-чеченских войнах от рук чеченцев. Сейчас украинцы эту планку уже
достигли, уже столько погибших. И в любом случае сотни, за 220 тысяч, да, убитых, и миллион человек, наверное, где-то ранено, и огромное количество людей, постоянно идет такая текучка, у всех у них есть родственники, ну там вся Россия принимает участие в этой войне, уже вся Россия уже втянута в эту войну. И эти люди сейчас будут разбиты на голову и будут возвращаться домой. И они будут требовать от Путина, Патрушева, от ФСБ, потому что ФСБ это дутый шар, это бизнесмены, они уже далеко не специалисты именно в разведке, там, в защите конституционного строя. Они просто бандиты и бизнесмены, такие 90-х годов, как если вы помните. Украл, убил, взорвал, вот все, что они могут. А военные, они немножко из другого теста, и, конечно, они не такие богатые, как ФСБшники, им терять особо нечего. Именно поэтому нужна была зачистка, но для того, чтобы начать зачистку этих же генералов, ФСБшникам нужна была консолидация общества, российского общества. Потому что ФСБ не может убивать военных от своего имени. ФСБ никогда так не делает. Она делает это за счет других. Если кого-то нужно им убить или взорвать, они найдут врага этого человека, сделают все возможное, чтобы этот враг созрел для того, чтобы убить этого человека, и подготовят его и пошлют его на это. Но сами они этого не делают. Это принцип такой у них. И, ну из-за своей трусости в том числе. Тем более, когда речь идет о воевавших, уже опытных, матерых убийц военных российских, вот этих банд формирования, которые очень-очень недовольны происходящей ситуацией. Но выявить недовольных кое-кого удалось, говорят, задержано. Одни говорят 14, другие говорят 30 уже генералов, полковников там задержано. Я думаю, будет больше задержано, будут пытать людей, будут выдавать там информацию там, и так далее. Методы у них есть, как добиваться. Военные российские тоже это прекрасно знают, они сами используют эти методы, потому что ГРУ и военные ничем не лучше самого ФСБ, по крайней мере для нас, чеченцев, и для украинцев, но методы такие, которые добиваешься, да, и жен насилуют, убивают, и детей, и все делается, все просто, что вы можете просто вообразить себе вашей там самой такой смелой фантазии, это все они испробуют, просто уже давно сделали, это у них уже такой, они знают, они уже специалисты в пытках, какие лучше действуют, и даже они на человека посмотрят и могут сказать, какие пытки ему лучше применять, как к нему подходить. И народ не мобилизовался. Соответственно, такая ситуация повисшая. И в чем прав Бернс, что в любом случае Россия понесла колоссальный урон из-за того, что все-таки даже спецмятеж был проведен и вынужден был провести Путин для того, чтобы начать уничтожать военных. А военные, они трусливые. Всегда в истории были моменты, когда они где-то там давали отпор, но в основном военные российские, они трусливые. Власть боятся, они друг другу не доверяют, там у них внутри бардак и разлад и так далее. Но сейчас, я думаю, когда и народ не поддержал, и когда и ФСБ, и Путин враги номер один, и сейчас они сами подведены к расстрельной яме или на каторгу, я думаю, что сейчас военные могут какие-то там шаги предпринять, там, показать зубы там, и так далее, и так далее. Ну, будем наблюдать, что там будет происходить. В любом случае, это не последний мятеж. Будет, наверное, и настоящий мятеж, не спецмятеж, а настоящий мятеж. В чем я обеим сторонам желаю удачи, чтобы до последней капли крови, как говорится, они друг друга наказывали. Ну а мы, как бы, оставшихся привлечем в Международный уголовный суд в Гааге. На это будем рассчитывать. Ну ладно.
Давайте дальше идем, давайте дальше. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Имран, Дишни, Шавик Машволь. Дишни, в прошлый раз ты мне написал какой-то комментарий, я смотрел этот момент, и я сейчас уже забыл все детали, но так я отвечаю кому-то, и одновременно ты мне что-то пишешь, и я, прочитав это, отвечаю тебе, получается, как бы в негативном свете я тебе ответил. Хотя я предыдущий прочитал, а твой комментарий не прочитав, я ответил тебе. Ну, я думаю, тогда ты понял, о чем речь, потому что ты свой комментарий видел. Но я вот прочитал сейчас, и было очень забавно. Я надеюсь, ты не обиделся. Забавно наблюдать, как получилось так, что... Ну, сказать, о, гумдацертик, ну что-то, какой-то момент такой был, я еще подумал. Я помнил, что я читал твой комментарий, но я его не повторил вслух. Поэтому буду повторять. Да? Если Пригожин добился бы своего, я думаю, что Украина не поздоровилась бы. Да, если бы Пригожин добился своего, то зачистка военных была бы очень сильной. И ну, не знаю, что было бы, хуже или лучше. В любом случае, первое время сейчас Путин, как бы понимая учреждение КГБ СССР, понимая, что все у них плохо, они пытаются всячески выиграть время и тактическими ходами как-то переиграть. Но в любом случае это не решение вопроса. Россия находится под колоссальными санкциями. В России разброды шатания, ФСБшники бегут, военные бегут, люди, огромное количество пленных находится в Украине. За Украиной стоит весь цивилизованный мир. Англосаксы. За последние 100 лет англосаксы не проиграли ни одной войны. В любом случае, год это продлится, 10 лет это продлится, или 50 лет это продлится. Россия проиграла эту войну. Это уже стопроцентно. Стопроцентно. Поэтому, да уже сейчас видно, в каком состоянии Россия находится. Поэтому, ну, посмотрим. Посмотрим, да. Так, Аслан, привет. Ты комментировал появление Кадырова с Демирхановым? Да, я только что как раз прокомментировал этот момент. Да, появился, я видел это видео. Ну, жив. Жив пока. Жив. Давайте перейду к комментариям в YouTube. Так, друзья. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Мавидин. Аслан, слава Украине, свободочки. Героям слава. Героям слава. Довели, ва алейкум салам. Всех вновь вошедших, друзья, я вас всех приветствую. Распространяйте ссылку на наш стрим. Друзья, тут много комментариев в YouTube, поэтому я немножко перемотаю. Если вы хотите, задавайте еще вопросы. Хаймерсы всемогущие, ЗСУ сила. Да, хаймерсы, как они там, животворящие, как они там назывались. Так. ЧВК Вагнер, 6 вертолетов и самолет вооружен сил РФ. Вот так, походя. И сказал, что это сопутствующие потери. Ну, я не знаю насчет 6 вертолетов, я не увидел ни видео, там, ну, Путин сказал, что погибли, и там сказал, да, там какие-то видео было, падение горевшего одного вертолета. Это может быть и старое видео, и может быть и реально могли уничтожить, почему нет? Просто, ну, не знаю я. Не знаю. То, что это был спецмятеж, который
Арестовичи и Подоляки хотели продать Западу, как они там какую-то спецсупер, не сидят без дела, какие-то дела делают. Ну, выглядело очень жалко, если честно. Надо так сильно задушить Россию санкций, чтобы все чекисты сами на колено пришли к американцам, как Ельцин. Да, это произойдет, можешь не сомневаться, справедливый человек. Почему такая неоднозначная реакция американской СМИ и высших чинов на этот спектакль Пригожинский? Неужели они поверили? Может, кто-то поверил, может, мы недостаточно имеем информацию. Понимаете, я как человек, или мы все тут, кто сидим, мы имеем из открытого источника информацию. И если на чем-то мы настаиваем, то, ну, имея какие-то факты. Но все, что мы видим, не всегда не соответствует действительности. И один маленький факт, маленькая деталь, которую мы не знаем, она может изменить просто полностью картину. Поэтому мы занимаемся вот таким нашим обсуждением, анализом происходящего. И так же, как новые факты, может быть и заинтересованность, дезинформация, пропаганда. Ну, всякие бывают моменты. Но американцы к этому не причастны. Они об этом говорят, значит, а мы им верим. Все. Как говорится, правило номер 1. Поэтому, ну, не причастны. То, что это плохо для России, сам факт, что было, да, пусть спецмероприятие, спецмятеж, все такое, но что это плохо, но это стопроцентная вот истина, конечно. Если у тебя все хорошо, то никто не идет на тебя с мятежом, и тебе не надо своих генералов зачищать, если у тебя все хорошо. Но все плохо у России. И будет только хуже. Просто будет невероятно тяжело. Помните в 2014 году, в 2015 году, в 2016 году, как они давили гусей, яблоки тракторами. Им говорили, так нельзя делать с едой, да хотя бы раздайте дома престарелых там или детские дома. Нет, мы тут там я просто тогда еще был в Москве, я помню, как люди, ну, просто у людей крыша съехала, они уже возомнили себя, что и Крым их, что и все Украина, и Америка их боится, у них Искандеры, там все такое. Настанет голод, будет очень тяжело в России, если этот режим будет задерживаться у власти, это будет очень-очень тяжело для российского общества. Ну, я не знаю, вид USA. Может открещиваются, а может реально ГУР в лице Буданова там им сказки рассказывал. Ну, не знаем. Посмотрим. Здравствуйте, а вы смотрели ролик, где русский в Турции оскорблял украинцев? Как вы прокомментируете? Здравствуйте, Джой Маркус. Я не смотрел. Я не смотрел этот ролик. Всего россияне веселились, Готелю забрали в полицию. Ага. Ассаламу алейкум, Аллаху, ба'уту амин, ва алейкум салам, амин. Шакамака. Это исторический шанс всего цивилизованного мирового сообщества покончить с империей зла раз и навсегда. Иначе мы завтра пожалеем. Совершенно верно. Как вам версия Демирханова с Пригожиным выезжал в Белоруссию? Вся эта возня, послушай, Жень. Что вы имеете в виду, когда выезжал в Беларусь, вот эту версию я не знаю. Я помню, как они наезжали на Пригожина, якобы наезжали там, ты должен там подчиниться. Кадыров там говорил, что Путин сделал нас людьми, все, что у нас есть, дал нам Путин, там, 3-10. Это все как бы было такое. И тогда даже было очевидно, что это какой-то спектакль. Непонятно было, для чего он разыгрывается, но было понятно, что это спектакль. Потому что, ну,
Ну, это смешно просто, делать видеоролики и обращаться друг к другу. Ну, это смешно. Так. Кстати, я в последнее время начал смотреть стримы Борового. В одном из стримов он проговорился, что по Дудаеву пришел ракетный удар в момент разговора по телефону. Ты думаешь, он замешан в этом? Я думаю, он не замешан в этом. Боровой порядочный человек. Я не думаю, что Боровой в этом замешан. Если бы он был бы замешан, а сейчас он в Америке, я вас уверяю, русские слили бы на него компромат. Хотя еще они могут слепить, сейчас современные технологии могут. Но я не думаю, что Константин Боровой такой подлый человек. Нет, я считаю его порядочным человеком. На такую подлость, на такое преступление откровенное против своего друга, соратника, знакомого, я не думаю, что он пошел бы. Это нет, это не тот человек. Я в это не верю. А то, что он говорил с ним, там неизвестно точно, он говорил, там разная информация, он поговорил, положил трубку, и потом начал куда-то в другое место звонить Джохар. Там такая версия, что Джохар поговорил с Боровым, положил трубку, позвонил куда-то еще раз, там не дозвонился якобы, выехал, все, они там по времени, они звонили, выехал, и после этого остановился резко и сказал, что нужно еще один звонок сделать. И вот кому он делал в этот момент звонок, неизвестно. Но когда он начинал уходить на связь, у него буквально там несколько минут было для того, чтобы поговорить по телефону. В Моздоке поднимались два перехватчика, два самолета, которые должны были вот именно по Джохару работать. И когда Джохар выключил связь, связь оборвалась, они, как обычно, самолеты развернулись и полетели на Моздок. И в этот момент Джохар снова позвонил, а самолеты были еще в воздухе. И времени было мало для того, чтобы успеть там поговорить, а самолеты, подлет уже, время подлета было близко. Это одна из версий, что вот так это произошло. Есть другая версия, и она не очень афишируется, и о ней не очень говорят, потому что принято считать, что самолеты сделали, потому что Кавказ-центр закинул лживую, необоснованную версию о том, что обвинить американцев, что американцы предоставили спутниковые навигаторы это, и там есть видео, голова, почему-то Кавказ-центру предоставили эту информацию, коллеги, видимо. А есть другая версия, что тоже не исключается, что все-таки там было предательство, что не по телефону вычислили, а было предательство. И есть такая девушка, она, не знаю, проговорилась она или на самом деле ей нужно было сказать, что ее отец ее отец чеченец, вроде бы, хотя она абсолютно никак на чеченку не похожа, но факт есть факт, что вроде бы она чеченка, и ее отец, генерал ФСБ, причастен к убийству Джохара Дудаева. Ну вот такая вот есть информация. Ну, не знаем, пока мы не знаем. Ну, настанет время, мы все узнаем. Я думаю, мы все узнаем. Так, давайте дальше. Что-то в ТикТоке у нас комментарии остановились. Что-то случилось? Так, как вам версия? Так, давайте дальше. Блинкин тогда запретил госслужащим комментировать ситуацию, потому что они сами в ступор встали и думали, а вдруг, потом решили промолчать. Может быть, может быть. Демирханов в хаджи был, говорят, и про умершего выдумали, чтобы не искали. Да нет, это сейчас отговорка такая. Об этом выдумал, я не помню фамилию, это известный украинский блогер, которого называют еще и политологом.
Вот этот человек первый заявил, это можно легко сейчас в интернете проверить, заявил, что по Демирхану нанесен удар, то получается он ехал в хадж, там, и там украинцы его прикрывали, что ли, получается, что убили, чтобы никто не искали. На самом деле он в хадж уехал, видимо, чтобы пока он убитый, чтобы его никто не видел, пока он будет совершать там хадж, там с несколькими людьми полетел, и вот такая вот была, наверное, схема, но очень интересно получается, как украинская сторона всю дезинформацию русских выкладывает. Ну, надо заниматься этими вопросами. Это сигналы, на которые нужно реагировать. Ва алейкум ассалам, Адам Ашволь, ассалам алейкум, опоздал, прошу прощения, Сахам Ашволь, Сахоми ваш Делер, салам Ашволь, Хом Ашволь. Аслан и всем врагам Казахстана, привет из Украины. Витаю, Станис, витаю вас. Боровой очень рассудительный. Он, кстати, тоже говорил, что Пригожинский мятеж – это конфликт интересов чекистов в Кремле. Я немножко не согласен с его позицией. Определенно, он некоторые вещи я прав, но у меня немножко отличается от его, немножко отличается. А так, да, он тоже говорит, что это был спецмятеж. Но он говорит, что это не спецмятеж был, он говорит, что это там за финансовые потоки они борются, что в принципе не исключает того, что я говорю. Это все могло еще дополнительно борьба за там, денег много же везде, бюджетные деньги, это такой дождь золотой. Пригожин много темного дел пусть знает и имеет компромат. Может, реально сорвался на Шойгу и Герасим. Так тоже предполагают. Ну, я не думаю. Нет, реально это не могло быть вот из-за кадыровского вот этого момента, который они там друг другу сообщения делали. Убийство Адама Демирханова, которые украинцы начали говорить. Нет, это не было такого, что вот реально сорвался на Шойгу там и так далее. Все это туфта, на мой взгляд. Это мое мнение. Так, Галга Айза Далматова, да, Айза ее, не знаю фамилию ее, Далматова, такая, ночью Юмадец, но, да, есть такая, короче. Справедливый человек, что в Боровом рассудительного, он здесь в США упорно за Трампа топил. Так, клирик, что значит клирик? Да, он за Трампа, а Рашкин за Байдена, их обоих слушаю. Ну, Рашкина слушать я никому не советую, и вам вообще лезть в это, Трамп, Байден, я вам не советую, друзья, если вы не американец. Ну, это их сугубо личное дело, и вы не разберетесь, если вы не читаете на английском языке каждый день их прессу. Нам бы на русскоязычном пространстве разобраться, что тут происходит, не говоря уже, что у них там происходит. Поэтому лучше... Неважно, придет Байден, придет Трамп, в любом случае Америка будет лидером и двигаться вперед. Салам алейкум, ваша, хаму, ва алейкум салам, чодик, удал бухастам. Украинские СМИ называют кадыровцев осладоны, но не хотят называть предателями. Русские тоже всех кавказцев называют. Видимо, у них это особый славянский ген. Да, я обратил внимание у некоторых фашистов, осладоны, там, ну, такие вещи, которые обычно русские нацисты на нас говорят, проскакивают. И даже вот эти, кто общается с этими пленными, там есть специальные 2 человека, которые посадили и раскручивают этих 2 людей. И, наверное, еще какие-то задания они делают, потому что я им не доверяю абсолютно. И он там говорит, там, за вагнеровцев, по-моему, за такого-то столько дают, столько там при обмене. Там, а экзотика он называет кадыровцев, чеченцев, он и кавказцев, наверное, называет. Экзотикой называет. Ну, это меня тогда просто выбесило, и я его тогда назвал экзотический украинец, журналист там и так далее. Ну, есть такие, что поделать. Есть, и мы должны тыкать вот в это и говорить, если мы
отстаиваем свои права, конечно, мы должны говорить. А есть такое, да. Так, у них сейчас полный Алис капут, поэтому могли сдать нервы. Но если сдают нервы, то не происходит убийство Адама Демирханова вместе с 200 человеком или 400 человек. Потом там Кадыров звонит Пригожину, там видео записывает. Ну вот это все просто накапливалось, и сейчас, ну это было очевидно, что это спектакль. Я не верю. Мне трудно в это поверить. Так. Друзья, я, наверное, закончу свой стрим. Я хотел меньше часа, но так получилось. Здесь одно видео есть про Ермака, которого папа работал в ГРУ СССР и так далее. Ну там, короче, военная разведка, я так полагаю, вокруг Ермака. И в эту же канву ложится Фейкин, который воевал там в Боснии, кто там и так далее. Ну, короче, целая история. Кстати говоря, и Навальный тоже поговаривает. Жена Навального тоже, ее папа тоже ГРУшник, что ли, или ФСБшник. Короче, не поймешь. Нужно просто хороших, плохих не делить, а всех просто послать к чертовой матери. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Так. Да, все. На этом стрим заканчиваю. В среду, наверное, выйду на чеченском языке. Смотрите за анонсом. Может и не выйду. Посмотрим. Может буду в разъездах. Но в любом случае, все отлично, друзья. Слава ЗСУ, слава Украине. Все будет Ичкерия. Ну и все вместе. Господи, благослови Америку. Сделай так, чтобы она помогла нам сломать вместе, будучи нашим лидером, хребет фашистской России и террористической банде КГБ СССР. Всех чекистов. Всего самого хорошего. До свидания. До свидания, друзья.